Жители Коми, находящиеся под медицинским наблюдением, как сообщил в своем видеообращении Владимир Уйба, получат активное профилактическое лечение для укрепления иммунитета. Этот вопрос обсуждали сегодня на заседании Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Открывая его, руководитель региона отметил, что динамичный рост числа заболевших в регионе связан с инкубационным периодом COVID-19, который составляет 14 дней. По завершении этого периода вирус начинает активно проявлять себя у людей, ранее контактировавших с заболевшими. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания в ближайшее время продолжит расти. Заручившись поддержкой Министерства здравоохранения России, в Рио главы Коми Владимир Уйба поручил принять срочные меры для сдерживания прироста больных коронавирусом. Вчерашним 150 подтвержденным в референс-лаборатории в векторе плюсом 58. То есть у нас сегодня 208 человек подтвержденных. Понимая, что такой рост даст и рост по тяжести клинической картины, а самое главное, мы должны, то есть не может быть плюсом 50, и эти все 50 будут легкие. Соответственно, по статистике в этих 50, к сожалению, там 1,5–2% будут тяжелых. Для того, чтобы нам вот эту прирост остановить, я вчера в ночи попросил Михаила Альбертовича Мурашко, федерального министра здравоохранения, дать нам рекомендации, временные рекомендации, для того, чтобы начинать активное профилактическое лечение, подчеркиваю, лечение вот этой группы 3751 человек, которые у нас находятся под наблюдением. Это люди, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, контактировавшие с заболевшими, выведенные из больниц в обсерваторы. Все они в обязательном порядке пройдут терапевтический курс лечения. Необходимые для этого препараты поступят в ближайшее время в Сыктывкар из Москвы. Об этом временно исполняющий обязанности главы Республики Коми договорился лично с федеральным министром Михаилом Мурашко. Будет 3 препарата. То есть это терапевтическая схема лечения вот этой группы контактных или группы наблюдаемых 3751 человек. За сегодняшний день мы эти препараты, это в общем достаточно большой объем, мы их все соберем, собирают их по всей стране. Но к концу дня сегодня весь этот объем из Москвы должен поехать уже машиной к нам. Как только эти препараты поступают, мы их через участковую сеть, через амбулаторно-поликлиническую службу, под роспись, с записью в амбулаторных картах. Это касается всех, это касается не только Сыктывкара, это всей республики. Раздаем под роспись в амбулаторной карте и с рекомендациями, как принимать эту схему. И начинаем активное лечение этой группы наблюдаемых. Значит, такие распоряжения я дал, основания у меня есть. Распоряжение по финансированию этого объема приобретаемых медикаментов тоже дал. Поэтому работу по этому направлению Минздрав будет проводить. Всех, кто к этому причастен, в первую очередь, безусловно, участковая служба, амбулаторно-поликлиническая. Понятно, что это нагрузка, но эту работу надо провести в течение последующих максимум 2 дней. А еще на оперштабе обсудили, как смягчить ограничительные меры для малого бизнеса. Об этом также сказал Владимир Уйба в видеообращении. Разработкой соответствующих предложений по поручению в Рио главы региона Владимира Уйба займутся Министерство экономики Коми совместно с региональным министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора. Речь идет о возобновлении деятельности субъектов малого предпринимательства с небольшим потоком посетителей. Как доложил министр экономики, в регионе организована горячая линия по поддержке предпринимательства. В сутки специалисты принимают около 600 вопросов, основная тема которых – вынужденное ограничение и прекращение деятельности.
деятельности. При этом Константин Плехов пояснил, что есть виды деятельности, где трудовые коллективы работают в ограниченном контакте с людьми. Например, автомастерские, шиномонтаж, небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, производители металлоконструкций, малые предприятия лесной отрасли. Все они готовы при возобновлении деятельности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, работать в средствах индивидуальной защиты, обеспечивать термометрию работников, проветривать помещения, проводить дезинфекцию и соблюдать дистанционный режим посетителей. Позавчера в своем выступлении Владимир Владимирович Путин сказал, что в настоящее время надо очень аккуратно относиться к экономике, нельзя ее полностью останавливать, нельзя массово ограничивать работу предприятий малого бизнеса, нельзя разрывать созданные кооперационные цепочки, необходимо создать все условия, чтобы компании возвращались в нормальный график работы, соблюдая все нормы и правила по санэпидемустановке, социальную дистанцию, термометрию, работу в средствах индивидуальной защиты. Сегодня бизнес очень ответственный и не готов себя подвергать опасности и нарушать правила. В этой связи, Владимир Викторович, предлагаю Министерству экономики совместно с правовым управлением, Роспотребнадзором, Минздравом предложить очень аккуратно внести изменения в указ о повышенной готовности, создав условия для того, чтобы компании постепенно, особенно малый бизнес, где посетителей совсем немного, сохраняя все условия, не создавая очагов, возвращались к работе. В Рио главы Коми Владимир Уйба согласился с тем, что в условиях действующего ограничительного режима наиболее страдают предприятия малого бизнеса. А потому надо идти на послабление, несмотря на то, что обстановка в регионе по коронавирусу напряженная. Нужна золотая середина, отметил руководитель региона и поручил отработать и ввести эти меры послабления.